Добрый вечер, здравствуйте, коллеги. Вот сегодня мы начнем расширенное заседание комиссии по культуре, искусству и духовного развития Общественной палаты. Добрый вечер, слышно меня? Да, слышно. Меня слышно, да? Ну, хорошо. Да, слышно. Хорошо, слышно и Ну, видно. сегодня тема строительства пристроек, где обозначено здание государственного цирка Республики Саха-Якутия. Но я вкратце немножко расскажу, как бы введение нашей беседы, нашего круглого стола. Ну, эта тема, конечно, тянется с 2005 года, когда цирк по поручению, даже можно сказать, Вячеслава Анатольевича Шкурова был построен, первая очередь была построена во время игр Дядей в 2004 году, 23 июля было открыто здание, сквер при этом. И тут же было много поручений Вячеслава Анатольевича, чтобы снос домов, там 3 двухэтажные дома на площадке, где должна быть построена вторая очередь. И сейчас осталось из них 2 дома деревянных. И в то время уже были поручения по сносу, даже было распоряжение по сносу, по переселению людей из этих домов. Но потом вот там случилось что-то такое типа кризиса, все это остановилось. И все это сейчас тянется до сих пор со сменой президентов. Егор Афанасьевич тоже старался достроить наш цирковый комплекс. Уже не получилось. Ну вот с Айсином Сергеевичем тоже идет работа. 2 года назад, когда был председатель правительства Солодов, и вместе с ним, да, он было даже вот ну, в общем, он выступал перед населением, да, что в этом году будем начинать вторую очередь строить. Это года 2 назад было, перед тем, как он уехал губернатором. Вот. И сейчас идет такая работа, что в прошлом году Тарасенко Андрей Владимирович тоже посетил наш цирк весной прошлого года. И тоже был, он, как вы знаете, при нем, когда он был исполняющим обязанности губернатора, во Владивостоке была реконструкция очень большая Владивостокского цирка, и она сейчас очень преобразована, очень красивое, такое современное здание, тоже, можно сказать, многофункциональное. И проводят различные мероприятия. И, конечно, после его осмотра до 3-4 этажей весь цирк он обошел, и, конечно, он был убежден, что необходима реконструкция. И с тех пор прошло много заседаний на уровне правительства по документу, по техническим заданиям и так далее. И сейчас пришли к тому, что даже мы готовим еще раз, дорабатываем нашу концепцию, и в основном концепцию строительства второй очереди. Если по второй очереди, здесь я могу сказать, что мы за эти все годы, наши взгляды, конечно, вместе с современным миром меняются, и может быть даже к лучшему, что раньше не было построено, не было достроено. Потому что мир меняется, все технические, современные технологии, креативные индустрии и так далее. И тем более вот сейчас на днях, буквально 2 недели назад, я был включен в рабочую группу Министерства культуры Российской Федерации по документу, по исполнению концепции, которая была утверждена в 2012-2013 году до 2020 года. Концепция развития циркового дела в Российской Федерации. И вот сейчас по исполнению этой концепции сейчас очень сильно взялись Министерство культуры. И идет такое задание от правительства
Министерству культуры России, чтобы до 30-го года полностью хотят, планируют изменить вообще инфраструктуру всего циркового дела по России. Там в основном Ростелкания, российский цирк, Росцирк, у них около 40 цирков в подчинении, 3000 лишних артистов, тоже большие проблемы с имущественными цирками, которые еще при Брежневе были построены. Но все равно реконструкции идут в различных цирках. И они преобразуются в многофункциональные культурно-общественные центры. И мы тоже вот сейчас тоже пришли к такому выводу, что если будет начнет строительство, наконец-то нашего завершения нашего циркового комплекса, мы тоже хотим, чтобы он был переориентирован и перепрофилирован не просто цирк, а вообще культурный центр, многофункциональный центр, чтобы он работал не только в цирковом направлении, но и вообще по разным социальным и общественным интересам, что привлекало и молодежь, и семейный досуг, чтобы был. В общем, такое хотелось бы вокруг уже функциональное уже мы хотим все-таки чем реконструировать старое здание, которое сейчас где-то 35% износа, требует капремонт и так далее. И мы вместо реконструкции убедились, убеждаем, что лучше бы во второй очереди построить многофункциональную, хорошую, современную, с этими современными технологиями арену, а старый зал оставить как репетиционный, он должен быть репетиционный, и сам как практическая база для цирковых отделений колледжа культуры и искусства республиканства и Арктического института культуры и искусства АГИКИ, при котором тоже планируется открыть кафедру циркового искусства. Вот, в основном это я пока могу сказать. И по двум деревянным домам, один дом, он точно вошел в программу сноса детского жилья федерального. И скоро мы ожидаем, что начнут этот снос одного из домов. Второй дом, немножко попозже они подали заявку, и немножко запоздал, но он как бы решается, и вместе мы думаем, этот вопрос тоже должен решить. Вот, в принципе, все как бы поддерживают нас все, не нужно, чтобы это не только самому цирку это нужно. На самом деле цирковая труппа, цирк сам является одним из двух национальных цирков в стране. Бурятский цирк, такой маленький коллектив, если нас организован. И только мы, и труппа очень большая, уникальная, эксклюзивная. Сейчас мы в данное время тоже готовим новые программы вместе с Росцирком, московскими режиссерами, художниками, композиторами. До осени мы столетия новые представления подготовим. И также мы связались еще, вот недавно познакомились, до этого мы еще проводили вот точку кипения, Иван Степанович находится с нами. Точка кипения мы проводили стратегические сессии по революционному по изменению климата и вообще по тому же, по той же второй очереди среди коллективов проводили стратегические сессии. И потом тоже вместе с точкой кипения познакомились с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики Кунгариевой, Эльвирой Раниловной. И сейчас с ними тоже начинается активная работа они будут уже искать инвесторов, может быть, завтра частное партнерство. Вот у меня вкратце все. И следующим, я думаю, Сидоров Александр Владимирович, начальник отдела по обеспечению государственных функций
финансового центра Института духовного развития дополнительно. Пожалуйста, Здравствуйте, Александр Владимирович. уважаемые коллеги, участники совещания. По строительству цирка мы этот вопрос поднимаем уже достаточно давно. И первые реальные движения у нас были начаты с 19-го, с 20-го года. У нас были совместные совещания и обсуждение правительства с руководством города Якутска и с заинтересованными исполнительными органами СИЗО, с Минстроем, с Министерством экономики. И по итогам этих обсуждений в прошлом году было принято решение возобновить общему работу по этому вопросу. В прошлом году мы составили задание на проектирование объекта. Там у нас в целях конца прошлого года, декабря, до повышения цен, предельная максимальная стоимость объекта составила 702 миллиона, а разработка проектной документации составила 15 миллионов рублей. В связи с тем, что у нас концепция цирка сейчас прорабатывается заново и будет внесена на рассмотрение заинтересованных сторон и утверждена заново, у нас эти документы тоже будут меняться, и плюс предельная максимальная стоимость тоже будет меняться. Еще плюс у нас именно основным стопором этого вопроса земельный близлежащие территории цирка. Это у нас территория, где сейчас стоят многоквартирные дома по адресу Горького 59, 61 и Пушкина 19. Там у нас вопросы по работе с городом Якутском. У нас один дом расселен, еще один дом он включен в программу расселения, и остался у нас один многоквартирный дом. И в прошлом году, когда мы общались с сотрудниками по земельным отношениям, там стоял вопрос именно расселения оставшегося дома. Как руководство города говорило, что в следующем составлении перечня расселения этот дом был включен, но еще мы предлагали и будем пробовать вносить задание на проектирование строительства объекта с расселением этого дома. Ну, этот вопрос, можно сказать, маловероятен. В идеальном случае, если город будет расселять этот дом в рамках программы расселения. Также у нас в этом году после утверждения концепции будет внесена на согласование дорожная карта, которая будет указывать каждый ход работ, то есть начиная от земельного участка, заканчивая сводом объектом по каждому пункту, и с каждым участником нашей задачи она будет обсуждена, согласована и утверждена. То есть в этом году у нас цель это утвердить в первую очередь концепцию, потом дорожную карту, по которому мы будем все работать, и плюс завершить изменение задание на проектирование согласно новой концепции, утвердить его и
заявиться в адрес Министерства строительства на проектирование объекта, предварительно предложив правительству республики, то есть с утвержденной дорожной картой. Но сроки пока не можем сказать. При согласовании этой дорожной карты сроки будут корректироваться по возможности республики и, в общем, страны именно в плане финансирования крупных объектов. У меня кратко все. Спасибо. Так, дальше у нас Евгений Егорович есть, да? Министерство строительства, служба заказчика. Евгений Егорович нету, Баранова Валентина Николаевна, руководитель департаментом. Пожалуйста. Министерство строительства подтверждает, да, действительно, Министерство культуры направляли заявку на включение объекта цирк на 600 мест в городе Курске, вторая очередь, на разработку перечень объектов разработки проектно-сметной документации. Средств в настоящее время на разработку данного объекта не предусмотрено. Тогда мы ждем корректированную заявку от Министерства культуры. Ну и, конечно же, Министерству культуры нужно будет провести работу по включению данного объекта в государственную программу, в инвестиционную программу. И уже после включения данного объекта в госпрограмму, в инвестпрограмму, можно будет говорить о разработке проектно-сметной документации. Кратко все. Спасибо. Дальше у нас Елисеев Иван Ильдарович. Вы здесь, да? Добрый день, Елисеевич. Я здесь могу предварительно Евгений Егорович. Да, Иван Ильдарович. Мы с Майей, я встречался с Майей Андреевной, мы очень долго беседовали. В принципе, она поняла, она готова была нас поддержать. Но вот дальше будем уже работать с новой концепцией и с новым техническим заданием. Пожалуйста, Иван Викторович. Ну, вот коллеги уже отметили, да, то, что с Министерством культуры, с Минстроя, да, то, что разрабатывается новая концепция, это раз. Второе, это имеются некие вопросы, да, имущественного и земельного характера, это сноса расселения домов, да, соответственно, потом после данных мероприятий необходимо будет уже проводить искательные работы, да, и проектировать проектную документацию, да, вот, ну, на основании новой концепции, да, скажем так. Вот, и, соответственно, ну, как бы мы понимаем, что на это потребуется энное количество лет, да, чтобы там сделать снос, расселение, потом уже начать работать, ну, параллельно, да, там, параллельно работа по проектированию объекта. Вот, проектирование будет, скорее всего, там, год, да, условно говоря. Ну, а потом уже пойдет речь после разработки проектной документации, уже подача заявки от Министерства культуры в инвестиционную программу. Тут стоит отметить то, что можно было бы еще и работать с федеральным центром, да, по включению федерального бюджета. Если мы говорим о том, что данный объект в первую очередь был построен в рамках идеи Азии, да, то, соответственно, вот в этом году уже 22 год, следующий день Азии в 24 году, да, ну, вот на протяжении, допустим, там, пару лет будет решаться вопрос по сносу расселения, разработке проектной документации. Но, не знаю, можно было бы привязать это к следующим, скажем так, едем Азии, да, и, соответственно, просить уже средства у федерального центра. Это как бы мое предложение. А так, конечно, после разработки проектной документации у Министерства культуры будут, скажем так, все основания заявиться по данному объекту на финансирование по счету государственного бюджета. Второе. Поэтому, да, действительно, на данный объект еще был включен, ну, то есть он включен в проект плана мероприятий по реализации указа о развитии города Якутска.
да, соответственно, объект он будет реализовываться. Как понимаю. У меня все. Спасибо. Спасибо, Иван Григорьевич. Да, действительно, мы письмо тоже направляли главе Республики Алексею Сергеевичу, мы тоже говорили о том, просили, что в 2024 году хорошо было бы как-то достроить. Потому что в 2004 году тоже до 1,5 года до Детиади, вот я говорил, что Анатолий, он принял, просто по поручению его была построена в первую очередь. Детям Азии построить, мы когда мы отдыхали, с ребятами отрабатывали, поехали и заняли ледовое серебряное место. И вот в то время, и здесь тоже мы думали, может быть так лучше. Ну, сейчас уже, наверное, не успеем, но хотя бы в следующем году надеюсь. И через 2 года у нас 30 лет будет наше создание нашего цирка. Вот. Спасибо. Так, у нас дальше кто идет? Сергей Васильевич, можно... Елена Владимировна или Евгения Олеговна? Евгения Сергей Олеговна. Васильевич, Да-да. можно я дополню Да, пожалуйста. участие в федеральных программах? Да, вот этот вопрос мы с Министерством культуры РФ и с Миндальвостоком в прошлом году мы хотели включить этот объект в национальную программу Дальнего Востока, но, к сожалению, туда они включили объекты, которые стоят до 300 миллионов рублей. И, конечно, когда мы уже начнем разрабатывать задание на проектирование, этот объект будет также заявляться в федеральную адресную инвестиционную программу, но, как показывает, даже по объектам, которые у нас есть проектные документации, ФАИП нас еще не включали. То есть от этого слышно, что мы еще деньги не брали, но мы заявляться 100% будем. Понятно. Спасибо. Так, сюда мы еще послушаем город Якутск. Кто из вас будет? Евгения Олеговна. Екатерина Узлова. Добрый вечер, уважаемые коллеги. В принципе, я считаю, по расселению по сносу, действительно вопрос строительства второй очереди цирка для города очень важный и стоит уже довольно давно. Город Якутск провел работу, определенную работу по расселению, то есть в рамках программы по 2013-2017 году был полностью расселен снесен дом по улице Горького, 61. Сейчас до конца текущего года мы планируем полностью расселить и снести дом по улице Пушкина, дом 19. На сегодняшний день из этого дома расселены 2 квартиры. Значит, с одной квартиры у нас идет стадия согласования размера возмещения совместно с дирекцией жилищного строительства, а оставшиеся 5 квартир у нас планируется расселить в микрорайон Звездный в рамках региональной программы переселения граждан. Контракты у нас по приобретению дирекции жилищного строительства уже заключены. Ожидаемый срок ввода 31 декабря 2022 года. То есть к концу этого года Пушкина 19 теоретически должен быть расселен и снесен. Значит, нерешенным на сегодняшний день вопрос у нас остается по Горького 59. Действительно, как отметили коллеги, данный дом был признан аварийным только в 19 году, и, соответственно, по действующей программе он не может быть включен. Значит, по предварительным расчетам в этом доме находится 10 квартир, 4 в муниципальной собственности, 6 квартир находятся в собственности граждан. То есть, ориентируясь на стоимость квадратного метра, утвержденную как в городе Якутске, так и приказом Минстроя, значит, 102 530 рубля за квадратный метр, то ориентировочная стоимость потребуется 56 миллионов на расселение этого дома. Данных средств сейчас на сегодняшний городском нет. То есть для городского округа в рамках муниципальной программы решающим фактором является, конечно же, дата признания дома аварийным. То есть если учитывать, что на территории города у нас 1049 домов, которые признаны в установленном законом порядке аварийным, есть только 165 тысяч программ,
То есть и оставшиеся 850 домов у нас практически не обеспечивают финансирование. То есть это дома, которые присланы начиная с 1 января 2017 года и по сегодняшний день. То есть согласно дате признания, то есть 2019 год, то есть мы его в неочередном порядке тоже не сможем пустить в рамках муниципальной программы. Поэтому как бы, наиболее остро стоит сейчас вопрос финансирования по этому дому. Следующая программа региональная у нас планируется после 2025 года. То есть, это очень длительный срок. Поэтому мы предлагаем включить расходы по расселению в сферу строительства торговли. У меня все. Спасибо. Ну да. Такое решение было. Когда прошлого года все-таки. Так, сейчас... Северина Владимировна, вы здесь, да? Северина Владимировна. Да, добрый день, уважаемые участники стола. Ну, со своей стороны хочу добавить, что согласно графику документации по данной территории у нас действительно планируется образование нового земельного участка общей площади 6,5 тысяч квадратных метров. И согласно документации, этот земельный участок у нас стоит под объект государственной нужды, именно под объект размещения и дорогущего центра. Раз у меня все. Надеюсь, что за счет бюджета объект будет построен. Так, у вас все, да? Там у кого-то микрофон включен. Нет. Так, у нас тогда заявленные закончили, да? Да. Мы дальше тогда даем вопросы, предложения. Можно вопрос, да? Так, Анжелика Андреевна. Анжелика Егоровна, председатель комиссии по социальной политике. Общественной палаты, да, Республики. Общественной палаты. У меня вопрос от Министерства экономики, да, вот мы послушали, конечно, ваши предложения, но вы можете, допустим, подсказать, какие примерно федеральные программы есть, в которые можно войти и сегодня разрабатываются для Дальнего Востока, для Арктики. Я знаю, что есть определенные программы, наверное, ежегодно можно будет туда вносить какие-то корректировки, да. Если у нас, я поняла, что проблема вот этот дом, который не расселенный, предлагают ее включить в бюджет, да, вообще строительство этого большого общественного центра, да, и в какие программы федеральные можно планировать или там попробовать. Да, попробовать. По поводу госпрограммы, есть у нас программа Дальнего Востока, да, которая была разработана еще в региональном составе, да, это первое. Второе, если говорить про, допустим, глобальные какие мероприятия, да, как Дети Азии, то, соответственно, там принимается решение даже выделения средств из резервного фонда, да, вот, или же в рамках действующих программ по развитию культуры, допустим, РФ. Вот пока говорить о том, что мы именно идем на конкретную программу, да, и будем добавить, наверное, говорить рано. Хорошо. Потому что даже концепция еще не готова. Ага, понятно. И второй вопрос, да, как вы считаете ваш прогноз перспектив развития инвестиционного бюджета в Республике Саха-Якутия, допустим, на ближайшие 3-5 лет? Инвестбюджет вообще будет? В каком состоянии на 2023 год, 2024 год? Могу, конечно, дать. У нас, допустим, в текущем году запланировано лимит на строительство объектов вообще, да, в целом по инвестиционной программе 55 миллиардов рублей, из них 23 миллиарда это средства государственного бюджета, 31,9 миллиардов рублей это федеральные средства. Да. Если говорить про плановый период, то, соответственно, в 2023 году у нас предусмотрено 45,2 миллиарда рублей, из них 14,5 это средства государственного бюджета и 3,5 это средства федерального бюджета. Если говорить про 24 год, то то есть уже поменьше, конечно, 21,3 миллиарда рублей, 13,8 это средства государственного бюджета и федеральные средства в размере 7,5 миллиардов рублей. Вот. Насчет 2025 года говорить еще рано, потому что у нас формирование бюджета как раз
начнется с июля месяца. И последний вопрос, это может не иметь отношения к нашему вопросу, но вот по строительству арктического центра. Он все-таки сейчас у нас строится и в 2022-2023 будет строиться, да? Ну, он будет строиться с июня месяца, да, соответственно, и у него сроки будут были в 23 и 24 году, потому что объекты будут появиться этапы. Спасибо. Гармония отдельно и, соответственно, естественно, сам тоже 24 году. Понятно. С июня месяца уже начался, да? Началось строительство? Что еще раз? Вы говорите, с июня месяца начнем, а уже июнь месяц наступил. Работа начали? Сегодня только 2 июня, поэтому я говорю, и в текущем месяце. Спасибо, что там 31 июня, как бы, получается. Возможно. Понятно. Так, спасибо, Юлия Егоровна. Сергей Абрамович. Так, хорошо. У меня вопросов нет, может перейдем к выступлению, да? Да, ну вот я хочу воздать должное Сергею Васильевичу, который вот не покладая рук, вот все равно имеет надежду вот построить вторую очередь. Со дня открытия цирка вот он носится с этой идеей. Вот, конечно же, вы все были в цирке и, наверное, вы почувствовали, какой там стоит тяжелый дух, запах. Это животные, лошади, там и все вместе. Поэтому вот такое неприятное такое ощущение уже сразу со входа получается. Да. Вот. Поэтому я помню еще Марта Петровна была, и вот я, будучи еще депутатом, тоже приходил, приглашали они посмотреть, что вот тогда уже они ставили вот эти вопросы, что время вот, строительство все время откладывается. Вот уже, как мы видим, 18 лет, как открыт цирк, вот с самого начала, как они начали ставить эти вопросы, ну вот и ныне там. И вот, как говорится, пока не видно перспектив. Вот. Но нужно все-таки как-то пойти навстречу, наверное, уже решает вот это основное здание. Вот 18-20 лет уже будет. Вот, поэтому этот вопрос надо все-таки как-то форсировать. Вот, мы говорили к столетию республики, да? По-моему, обещали вам. Вот, потом что-то опять у нас не получилось. И вот сегодня тоже мы говорим, что пока перспектив не видно. Вот, ну вот сейчас вот Минстрой говорит, что да, вот у них проект на руках, но как вот Минкультура, как вы представили им этот проект, когда там он на 600 мест, это первоначальный проект. Вы его не обновили, что ли? Первоначальный проект это 600 мест, это вот то здание, которое сейчас там существует. Минкультура, вот как-то надо все в этом направлении тоже как-то активность проявлять. Не один Сергей Васильевич должен там. Ну, у него нет таких проектов и так далее, специалистов, которые готовили эти проекты. Поэтому вот, Александр Владимирович, я прошу тоже в этом время надо как-то тоже проявлять какую-то активность. Вот. Не так, чтобы вот как вот в случае с театром оперы и балета получилось. Вот. Мы вот добились того, чтобы Россия согласилась финансировать. Потом как вот через год, через два вот, нас заставили, как говорится, рабочий проект составить, а потом говорили, что его нет, потеряли. Что это такое? Вот такое же отношение, наверное, и к цирку, я вижу. Давайте как-то вот надо ответственность какую-то иметь, в частности, вот Министерство культуры. И я думаю, вот этот вопрос, конечно, бородатый уже, надо его как-то уже решать. Вот, 24-й год, вы говорите, уже сверстан, да? Инвестиционная программа уже сверстана. Ну вот надо как-то вклиниваться. Или хотя бы вот не все, как говорится, не весь объем, а хотя бы по годам как расставить проектирование там и так далее.
Вот, первый год, второй год, что там будет. Вот, поэтому, я думаю, надо поддержать этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Да, я тоже хочу, вопросы закончились, перейти к выступлениям. И хочу в своем выступлении сказать, что у нас буквально недавно прошло большое родительское собрание Республики Саха-Якутия, где приняло участие более 3000 родителей, работников образования. И как раз ставился вопрос о патриотическом воспитании, да, в нашей республике. И буквально, когда мы говорим о досуге наших детей, да, пусть это будет каникулярное время, летом, весной, осенью, единственное, куда могут пойти наши дети, школьники, самый востребован — это цирк и наш зоопарк. То есть наш самый северный цирк в Республике Саха-Якутия и самый северный зоопарк. То есть действительно, я думаю, что это стратегически важные такие культурные объекты именно для детей будущего. И к нам, кстати, в последнее время тоже приезжает очень много детей из Дальнего Востока. И получается, когда мы говорим об их досуге, куда мы можем сводить, чего нету, например, в других, может, регионах немножко отличается программа, это получается наш цирк и наш зоопарк. И в этом плане я хочу сказать, очень хорошее предложение сегодня поступили. Это навстречу, значит, детям Азии, да, которые состоятся в 2024 году. И, конечно, мы, общественность республики, родители, семьи республики, было бы здорово, если в 2024 году все-таки мы увидели наш цирк обновленным. И мне стало очень интересно, как в других регионах Российской Федерации, что это не чисто как узкопрофильное, да, заведение, цирк, а именно такое пространство, культурный, общественный центр отдыха семьи и детей. Вот в нашем городе и вот в нашей республике таких пространств, конечно, очень мало, практически нет. И так как у нас 9 месяцев зимы, было бы отлично, что именно цирк, то пространство, и все-таки мы об этом говорим давно, и много у нас, конечно, делается в республике, нельзя сказать, что ничего не делается. Тут, если мы сегодня говорим о детях, о нашем будущем, я думаю, что это очень значимо. И мы должны этого добиваться, все родители нашей республики. Спасибо. Спасибо. Да, действительно, в Москве уже на рабочей совещании Министерства культуры России, там тоже Росгосцирком было озвучено, что в стране второе место по посещаемости зрителей, новых детей, тоже самых семей, занимает цирк по всем искусствам, по всем видам искусства. Вот. Первое место это именно зоопарки, кстати, Владимировна. И по стране тоже второе место цирк на самом деле по посещаемости занимает. И сам вот Эдгар Допашин тоже там присутствовал, хотя он как бы не Министерство культуры России не относится, правительство Москвы, у них цирк большой московский цирк относится. И он тоже говорил, что, да, например, сейчас даже вот во время санкций или Лас-Вегас, кого возьмут, кого будут увидеть. Это цирк, балет и опера музыка. А остальные это очень сложновато будет, чтобы посещали зрители. В общем, вот сейчас тоже идет по всей, Министерство культуры тоже они говорили, надо делать концепции, как-то работать, чтобы руководство страны свои отношения к цирку поменялось. Ну и естественно, и руководство нашей республики как-то поменяло свои отношения и к цирковому искусству, которое мы, например, вот, в течение 10 лет работали, вообще из бюджета ничего не брали, на самом деле, работали 10 лет по зарубежным странам и по странам Средней Азии, по России. Нашей программой, с нашим спектаклем «Тепловечные мерзлоты». В том же Минске мы работали 1,5 месяца, по 2000 зрителей, 70 представлений в Минском цирке и 11 миллионов. Поэтому наш цирк не хуже кино, просто на конкурсах таких, как кино, не выступаем. Но у нас очень много лауреатов, призеров, и артистический состав очень сильный, профессиональный, после китайской
школы международных находится. Пекинского вот сейчас уже планируется, просто сейчас пока приостановлено. И вот 4-я группа по поручению туда Алексея Сергеевича мы должны набрать. Вот. Все это перспективы будущего все есть, но вот с нашим зданием, конечно, очень и безопасно и для зрителей, и для артистов, комфорта нет, и так далее, не говоря уже об общественном пространстве, как там какое-то было. Ну вот я тоже говорю, это вот и ребята, и Иван Степанов тоже, и там ребята, люди, вот, и говорят, ну у нас ТРК единственное общественное пространство, куда приходят спокойно и отдыхают, и молодежь, и те семьи. И больше нет, даже приезжие так говорят в Москву. А вот цирки действительно достроили и сделать там очень интересную внизу парковку на первых этаже. И для тур, которые программы большие, центровые из Москвы там, и так далее, они в Владивосток, Хабаровск приезжают, а к нам не могут приехать из-за того, что негде разместить. У них до 10 40-тонных тур, программы большие с животными, там, с 50 артистами, очень красивые, зрелищные программы работают, в Хабаровске приезжают. А к нам не могут из-за того, что мы недостроены, у нас нет для размещения там, и так далее пространства. Поэтому очень перспективное это дело, и очень будущее, и значимое для социальной, и для внутренней политики вообще, для города, для республики, для страны, очень перспективное искусство. Тем более синтетическое, и там в будущем проекте, если построить, будет очень интересно и очень посещаемым местом. Можно? Да, пожалуйста, Ага. Так. Николай Ну, вот. Андреевич. Ага. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Вот, ну, я предлагаю в решении сегодняшнего круглого стола поддержать предложение окружной администрации города Якутск. Город уже расселил 2 дома, остался последний дом. Была озвучена цифра 66 миллионов рублей. То есть получается таким образом, что пока не будет расселен 3-й дом, окружная администрация не сможет сформировать земельный участок. Если не будет земельного участка, то не будет проектно-сметной документации. То есть ключевым вопросом, который надо решить как можно быстрее, является расселение 3-го дома под номером 59, Горького 59. Ага. Поэтому вот я предлагаю в решении нашего круглого стола написать, обратиться к главе республики вот по этому расселению. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Вот предложение было включить расходы по переселению в проектную расходы по проекту. Это тоже надо. Да. Эти 2 варианта решения вопроса. Так. И в протокол также прошу включить, усилить работу от Министерства культуры по проектной документации и в работе с федеральным бюджетом, с федеральными программами. Это обязательно надо в наш протокол включить. Так, пожалуйста, еще кто хочет выступить в поддержку завершения такого Да, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, пожалуйста. Иван Васильевич Степанов, да, член общественной палаты. Большую часть прослушал, да, слушал выступающих, представителей органов государственной и муниципальной власти. Ну, в конце, может быть, что-то прослушал, может, где-то повторюсь, относительно того, что было сказано другими участниками совещания. Как Сергей Васильевич говорил, мы в точке кипения провели в январе этого года стратегическую сессию с ключевыми работниками Сахацирка. Потом в начале марта тоже стратегическую сессию отдельно уже со всем коллективом. Более 100 человек принял участие в самом Сахацирке. На мой взгляд,
как человека, который тоже погрузился в специфику деятельности нашего государственного цирка, в историю становления, развития примерно времени, ну и перспективы. Хочу отметить, что это очень важный социально-экономического характера учреждения и для нашей республики, и то, что запланировано строительство второй очереди, это очень своевременно и уже отмечают, что скоро, в 2024 году, состоится 30-летний юбилей ЦК, ну и также состоятся международные партийные игры. Будет очень символично, если мы действительно приложим все усилия, несмотря на то, что есть ограничения в республиканском бюджете, есть соответствующие планы и так далее. Да? И сейчас наша республика уже лет года 2-3 будет сфокусирована на работе над развитием креативной экономики. И на сегодня государственные предприятия, не только государственный цирк, они находятся на этапе перестройки, переформатирования. Я считаю, что время наступило, назрело для того, чтобы наш государственный цирк тоже перешел на новый этап, новый век своего развития. И нам нужны такие предприятия, которые смогут генерировать больше дохода в бюджет республики. И Саха-цирк имеет возможности для этого, и концепция она уже готова, и как сотрудники, так и все, кто с ними так или иначе работает, да, они это видят. Я думаю, что все участники сегодняшнего совещания тоже это понимают. Цирк как вид искусства и культурной деятельности. Немножко пропал звук. Звук пропадает, Иван. Десятилетия на мировом уровне цирковые организации. Поэтому давайте мы поддержим. Звук это, да? Есть, сейчас нормально. Поэтому, да, призываю всех, кто сегодня здесь участвует и в будущем будет причастен к тому, чтобы все-таки вторая очередь она состояла, и мы могли дальше добиться государства. Спасибо. Спасибо, Иван. Все, да? Кто еще хочет выступить? Пожалуйста. Вера Игоревна. Раз слышно меня, да? Да, слышно. Да. Я хотела добавить, конечно, я поддерживаю принимаемые решения, да, потому что я хотела подчеркнуть, что в нашей республике в сфере культуры, в отличие от многих иных регионов нашей страны, проводится такая системная политика, в том числе и в сфере культуры. Это я о чем? Да, вот на примере филармонии Гуркина. Принятое решение почти 30 лет назад о создании высшей школы музыки привело к тому, что вот те выпускники, которые за эти годы были подготовлены, их же тоже не отправили в такую неизвестность просто так для подготовки для других регионов. Да? Была создана концертная организация «Филармония», и теперь существующий 10 лет симфонический оркестр, мы уверенно, в нашем кругу, можно сказать, толкаемся среди концертных организаций страны, и весьма уверенно мы сейчас как-то в середине, чем производим такой эффект неожиданности и удивления со стороны наших коллег из других центральных регионов страны. Так вот и в отношении цирка. Принятое решение в свое время, когда была создана цирковая труппа, построен цирк, шло несколько поколений подготовки артистов в Китае, да,
уже сейчас закономерно приводит к тому, что строительство второй очереди таким логическим завершением, логическим продолжением этой долгосрочной культурной политики традиции. Будет создана собственная цирковая школа, чтобы вот это не прерывалось. Мы уже не можем постоянно заключать контракты. Сергей Васильевич очень хорошо знает, каждый раз это стоит принятия отдельных решений, дополнительных средств. А выпускники вот первых курсов циркового этого колледжа Стыкина, они помогли уже передавать свои полученные знания. И в этом тоже плюс, поэтому строительство второй очереди, оно окупает себя не только возможными доходами от творческой деятельности, но и как бы результат его также и в дальнейшем развитии, долгосрочном развитии циркового искусства, которое мы уверенно в России на ведущих позициях. Таких регионов очень мало, поэтому я всей душой поддерживаю и просто акцентирую внимание коллег, участников сегодняшнего совещания, да, что это не здание ради здания, это наша политика, имиджевая наша политика. Спасибо. Спасибо, Георгий. Так, Виталий, вы к нам подключились, да, это эксперт из Москвы, который с нами тоже работает, помогает нам. Вы можете... Здравствуйте, Василий, я почти с самого начала. Да, пожалуйста. Виталий, вас... Я хоть и не член, да, не член общественной палаты, меня слышно? Слышно, слышно. Да, хоть и не член общественной палаты, но тоже хотелось бы сказать, то, что, ну, во-первых, сейчас вот самое последнее выступление было очень правильное с точки зрения сутевой, да, то, что это действительно не здание ради здания, то, что это очень большой вклад, долгосрочный вклад в развитие вообще всей республики. Вот, и выстраивание целого бренда, потому что это уже действительно стало брендом целого вашего региона. Вот, с точки зрения экономической очень важно подчеркивать и посмотреть на те документы, которые пишут, например, корпорация развития Республики Саха-Якутия в части развития креативных индустрий. Вот, они там очень хорошо формулируют значит, экономические моменты, которые влияют на развитие вообще экономики от развития креативных индустрий. И, как Сергей Васильевич правильно подчеркнул, то, что синтетическое искусство, как и кино, и, соответственно, оно оказывает мультиплицирующее воздействие, в принципе, на развитие массовых отдельных видов искусства и каких-то стартапов, которые могут использовать, задействовать те таланты, да, которые развиваются, и те проекты, которые развиваются отдельные, которые могут возникать и функционировать под эгидой цирка или внутри цирка. Вот, так что очень важное дело. Я готов подписаться практически под всем, что вы говорили, да, о решении круглого стола, если потребуется, носите меня список подписантов, вот, и, соответственно, на федеральном уровне, на московском уровне я готов также участвовать во встречах, которые будут необходимы для того, чтобы говорить либо о поиске партнеров, либо о разработке решений, либо о привлечении финансирования. Ну, вот так вот вкратце. Спасибо. Еще небольшой момент, извините, я патетически добавлю то, что бриллиантовая республика не только из-за того, что бриллианты добываются, самое главное из-за того, что такие бриллианты есть, как вот Сергей Васильевич, который создал цирк, который в себе тащит всю эту работу. Очень надо помочь ему сейчас в этом, потому что, ну, невозможно одному человеку справиться со всеми этими делами, тем более технические и бюрократические такие вот важные, сложные задачи там, по расселению, да, домов. Я прекрасно понимаю, что это не просто. Вот, но тем не менее, я вас всех очень прошу, как бы, надо сконцентрироваться, сосредоточиться, сейчас как бы навалить на все это, да, чтобы ему помочь. Спасибо. Спасибо, Виталий Виноградов из Москвы. Спасибо, что подключились. Так, у кого еще есть выступление в поддержку нашего, когда наконец достроим? Достаточно, наверное, уже Да. Достаточно, наверное, да? Да. Да, ну тогда... Против никого не было. Я тоже могу еще рассказать, что все за, все поддерживают, но просто надо вот технически, ну, самое главное, экономические, как, ну, не только проблема, а вопросы решить в сторону, посмотреть. Действительно, наш цирк вот, на Паянку 22, все-таки это центр, как остров мы все сидим, и
2 двухэтажных деревянных дома. Ну и, конечно, из-за того, что там у нас не хватает помещений, мы вынуждены собак, там, оленей на улице держать, во дворе. Поэтому это как-то очень неприятно. Ну и, конечно, немножко... Мне даже, кстати, вот мы международный фестиваль даже проводим, хотим проводить дальше. И все наши коллеги со всех международных церковных фестивалей все спрашивают из того же Монте-Карло, и принцессы Стефании, когда я Юлин, мы тоже частые гости, друзья у них, коллеги. Все они удивляются, что до сих пор мы не можем достроить такая богатая республика, такой богатой землей, не можем находиться в центре города достроить. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы это свершилось, но вот в 2024 году, а вдруг все это свершится, это было бы как Чудо. сказка. Ну, если большой подарок для детей. Ну тогда я всех от имени нашей комиссии хочу поблагодарить за участие, активное участие, за поддержку. Конечно, еще раз говорю, что это не одному нашему цирку, не одному Расторгуеву, нашей республике и вообще стране, сейчас на Дальнем Востоке, тем более, единственный такой интересный северный цирк на личном золоте должен приобрести вот бриллиантовый цирк, мы везде как бы бренд такой несем по всему миру, можно сказать. То Саха Даймонд Циркус стал действительно, даже построили его как бриллиант, как бренд города. Ну, спасибо, закончим, да? Да.